Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня в нашей рубрике «Гость за рулем» Астамур Ахба, исполняющий обязанности заместителя министра по курортам и туризму. Поскольку наступает курортно-туристический сезон, по пути исследования будем беседовать с вами о подготовке к этому сезону. Какой маршрут вы нам подготовили сегодня? Давайте мы с вами посетим нашу Восточную Абхазию, Чемчетский район. У нас тоже там очень много природных памятников, историко-культурных памятников, особенно такие православные объекты, христианские памятники. Наши туристы, наши гости всегда эти места посещают. Посмотрим на сегодняшнее время, насколько доступны эти места. Ну, поехали! Астамур, поскольку сфера курортов и туризма очень связана с транспортом, учитывая специфику нашей передачи, мы будем говорить больше о транспортной составляющей в сфере курортов и туризма. Работаете с компаниями, которые занимаются трансфером туристов, это, наверное, одна часть. Еще у вас экскурсионный транспорт. Ну и еще мы, конечно, поговорим об автотуристах, которые составляют большую массу из приезжающих к нам отдыхать. Как в этом году подготовились компании, которые занимаются трансфером? В основном у нас трансфером сегодня на территории Республики Абхазия занимаются две компании. Это у нас Гаруда Экспресс и Апсуатур. А другие также объекты размещения, они вот из года в год уже обновляют свой транспорт, они приобретают новые виды транспорта, которые... То есть это более мелкие перевозчики? Они сами себя обслуживают, сами себя обеспечивают, то есть своими машинами. Есть также операторы, вот когда приезжают, допустим, операторы Российской Федерации, вот эти фирмы, которые я перечислил, Апсуатур и Гаруда Экспресс, они с ними заключают договора и осуществляют трансфер. Но я также забыл сказать, на территории Абхазии есть национальная туристическая компания «Турист», республиканское унитарное предприятие, которое имеет более 20 автобусов. За счет комплексного плана Российской Федерации в 2011 году новые корейские автобусы, которые мы были в прошлом году их снимали, хороший автопарк. Да. Эти автобусы находились на базе автобазы «Турист». Вот как раз когда мы произвели реорганизацию унитарных предприятий, такие как Сухумское бюро путешествий и экскурсий, Гагрское бюро путешествий и экскурсий, Гудаутское, Пицунское, Афонское. Мы взяли, объединили автобазу «Турист» и создали национальную туристическую компанию, которая также осуществляет сегодня экскурсионное обслуживание, оказывает также услуги трансфера. И те лица, которые перевозчики, осуществляют перевозку на территории Российской Федерации, так как мы туристов и экскурсантов ввозим из муниципального образования города Сочи для того, чтобы въезжать в Российскую Федерацию, то есть необходимо получить разрешение. Разрешение определенное количество российская сторона всегда выделяет Абхазии, и вот по этим разрешениям наши перевозчики имеют право осуществлять деятельность. И сегодня эти разрешения уже транспортное управление получило. Сегодня помимо них также, вы понимаете, осуществляют перевозку индивидуальные предприниматели, то есть перевозчики, которые также имеют лицензию на осуществление транспортной перевозки, на транспортную деятельность, которые получают в управлении по транспортному управлению. Да. Вот они как раз обращаются к ним, необходимый перечень документов предоставляют, и они получают. А так, в летнее время экскурсионные организации, которые осуществляют на территории Республики Абхазия, здесь привлекают транспорт, который здесь имеется. В основном, как я сказал, перевозчики и индивидуальные предприниматели, но в Абхазии есть также муниципальные
транспортные предприятия. Мы в прошлом году вот снимали национальную транспортную компанию. У них транспорт такой в хорошем состоянии, комфортабельный, с кондиционерами там и с микроволновками, и все там есть, и телевизор, там и DVD. Ну, если по международному Вот, да, по стандарту. Ну, говорят, в сфере туризма это очень хороший уровень для автобусов, для экскурсионного типа. Вот. А вот частники, там вот другой транспорт, который привлекается для трансфера и для экскурсий, они вот в каком состоянии? Я вам хочу сказать, и прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу поблагодарить наших перевозчиков. Мы с вами знаем, после окончания войны, те транспортные единицы, которые были здесь, в Абхазии, государственным, транспортным предприятиям сложно было содержать эти транспортные единицы. Эти уже транспортные единицы, которые были, уже, можно сказать, они списаны, их уже и нету. Но мы с вами помним, когда такие рафы были, автобусы, карусы, лазы. Но потом постепенно такие автобусы начали появляться, МАН, там, Скани, там, ну, такие известные марки. Благодаря них, можно сказать, их деятельности, то, что они находили деньги, покупали и обновляли автопарк Абхазии, благодаря них и эти группы, которые изначально заезжали сюда, были времена, когда наш транспорт с абхазской стороны только могли стоять, ожидать для того, чтобы осуществлять экскурсионные перевозки. Эти времена тоже оказались уже позади. Я хочу сказать, и сегодня эти участники, предприниматели, они из года в год обновляют свой транспорт, приобретают такие виды транспорта, которые сегодня подходят для осуществления, для обслуживания и для оказания таких транспортных услуг. Сегодня, если брать туристический транспорт с новыми стандартами, комфортный транспорт, чтобы был в хорошем состоянии, в основном эти машины приобретаются, но для нашего рынка сегодня, если эти машины не будут, то, можно сказать, мы бы сегодня не смогли бы принять столько туристов, обслужить. Без транспорта вообще ни одна отрасль не развивается. Ну, сегодня вы, как понимаете, мы пользуемся транспортной логистикой Российской Федерации, это имеется в виду и авиаперелеты, и ЖД-сообщения. Мы в основном, наши перевозчики людей забирают в аэропортах, в ЖД-вокзалах. Ну, это вот многие же работают по заключенным договорам с туристическими компаниями российскими. С отелями, даже очень многие, даже те лица, которые размещаются в индивидуальных средствах размещения, пользуются услугами трансфера. Потому что это удобно. Также хочу подчеркнуть, что в прошлом году мы обсуждали, и вы, скорее всего, тоже слышали и видели, это практикуется и в Крыму, и в других странах мира. Это имеется в виду самолет плюс автобус. С таким предложением к нам вышел в прошлом году Министерство транспорта Российской Федерации. Мы в Сочи обсуждали механизм запуска по единому билету обслуживания. Эта услуга тоже нужна. Люди воспользуются, туристы, наши граждане. Если сегодня мы хотим привлечь туриста, у нас и транспорт соответствующий должен быть, и водители. Ну, также, конечно, нам надо думать в городах и в районах, чтобы доступность транспортного сообщения была, и чтобы туристы знали в такое-то время транспортное сообщение, по таким-то маршрутам, по таким-то остановкам можно добраться до таких-то достопримечательностей, до таких-то мест назначения. Но хочу также подчеркнуть, за последнее время такие виды транспорта, тоже на машинах повышенной проходимости осуществляют услуги. Ну, мы в туристическом языке так произносим джипинг. Здесь можно сказать, что не все так плохо, как иногда нам кажется. Конечно, надо и критиковать, и подтягиваться. Это во многом, опять-таки, частников благодаря, которые на своем транспорте. Да, ну и госкомпаниям надо тоже
наверное, еще развивать это направление. Вот эта национальная транспортная компания туристическая, она тоже, если будет развиваться, это хорошо. Вот. Ну, этот транспорт ездит по дорогам Абхазии. Вот. Дорога — это не только дорожное полотно, где ездят автомобили, это и тротуары, и другая инфраструктура, там и знаки, и вот указатель. Вот храм 6 века здесь, Дранский, да, это монастырь. То есть, насколько вот мы в этом направлении продвигаемся. Ведь если мы говорим, что мы туристическая страна, то надо этому как-то соответствовать, там места отдыха, да, вот это вот, где водитель может остановиться, отдохнуть, чтобы там была вода, был нормальный санузел, как минимум. Это через каждые 10-15 километров, по-моему, в европейских странах это есть, строго и четко работает. Инфраструктура, конечно, туристическая тоже должна быть. Не только туристическая, это транспортная инфраструктура. В данной ситуации, вы правильно подметили, санитарные узлы, санитарные зоны. Эти зоны должны быть безопасные. Ну, мы также должны понимать, если говорим о туристско-экскурсионном маршрутах здесь, и так как маршруты в основном экскурсионные также проходят через республиканскую трассу, через городские дороги, то есть здесь надо еще нам поработать. Вы вот здесь говорите, что указатели. Сегодня помимо дорожных указателей, где районы начинаются, где районы заканчиваются, должны быть, конечно, такие туристские указатели. Они коричневого цвета. Вообще это называется туристическая навигация. И сегодня, к сожалению, у нас пока это нету, мы пока всего лишь рассматриваем. То есть есть соответствующие стандарты. Эти стандарты не только в Российской Федерации появились, такие стандарты во всем мире. Это же удобно, когда есть вот пункт отдыха, где вода, санузел, там. Ну, помимо этого они должны. Вот сейчас мы с вами едем, допустим, да, по Чемчирскому району, по Гулюрипскому району. И если бы эти места мы не знали бы, мы с вами не знали бы, где храмы располагаются, где такие аграрные фирмы. Наша страна славится сельхозпродуктами, то есть что аграрная страна. Здесь очень много таких аграрных фирм в Восточной Абхазии, в Чемчирском районе, очень много действующих храмов, таких природных памятников, как и теплые термальные источники здесь. То есть турист, автолюбитель, он должен понимать, видеть указатели. Ну, во всем мире есть туристская навигация. Сейчас, если вы обращали внимание, в российских городах тоже такие коричневые знаки. Люди понимают, что это информация о туристических или о культурном наследии. Но вот в туристических картах изначально же турист смотрит на карту, там видит объекты, и он потом движется по дороге, и эти указатели ему должны помочь, да, в этом. Ну, они должны в картах вы указываете, да, вот все объекты. Ну, там. мы пока частично что-то указываем, согласно реестрам, которые есть. Мы также спрашиваем, какие достопримечательности, объекты можно включать, можно посещать. Это для организованного туризма. А так мы говорим, что очень многие приезжают сами по себе, то есть так называемые неорганизованные туристы. Они перемещаются, вот и для них эта туристская навигация необходима, и помимо них также посещают наши граждане, они тоже перемещаются. Не все знают, где да, какие объекты. Это кажется, что здесь живешь, да. Все знаешь. На самом деле многое чего мы не знаем. Это в наши функции как раз входит для того, чтобы предоставить информацию. Но достаточно ли издается вот этих карт, буклетов для туристов? Вот, например, переезжая границу, там где-нибудь распространяются эти вот карты, какие-то информационные буклеты? Мы уже вот лет 5 выпускаем информационная карта гостя. При Госкомитете тоже выпускали. И Министерство по курорту и туризму. Мы даже в позапрошлом году мы взяли отдельно для районов, сделали, для того, чтобы уже человек намерен отдохнуть в Гагрском районе или в
Гудаутском, Сухумском или в Ачамчирском районе, чтобы он знал, какие основные достопримечательности находятся в этих районах. Ну, честно, если меня лично спросить, да, это полиграфическая продукция должна быть, презентационная продукция должна быть. Но сегодня уже век технологий, век инноваций. Люди пользуются мобильными приложениями, люди должны пользоваться мобильными приложениями, скачивать вот эти в офлайн режимах, которые будут работать. Для этого мы также сделали, то есть не сделали, а создали мобильное приложение, топ-3 тип называется. Сегодня это мобильное приложение есть, но там недостаточно информации. Сегодня со сбором информации есть проблема. Здесь нам должны, конечно, помочь и оказать содействие главы администрации, отделы культуры, которые есть в администрациях, объекты, которые функционируют. Они также должны быть заинтересованы предоставлять информацию. Министерство культуры, другие госорганы, которые сегодня не имеют такие развлекательные, познавательные объекты. В туризме сегодня все используется. И промышленные предприятия, аграрные сыроварня, фирмы, винзавод. Все интересно туристу. Для этого, конечно, должна быть и туристская навигация, которая в виде указателей, знаков, и вот такие мобильные приложения, и такие электронные навигаторы должны быть. И мы должны, наша задача министерства, то есть продвижением заниматься, чтобы турист, гражданин, который намерен посетить нашу страну, и граждане наши, чтобы в шаговой доступности получали информацию. То есть работа должна вестись в этом направлении. Давая информацию, мы понимаем, что мы должны давать безопасные услуги, качественные услуги. Ну вот почему мы выехали в эту сторону, в сторону Ачамчиры, поскольку вот эта часть в курортном туристическом отношении, она менее развита, и тут есть куда развиваться, и вроде многие предприниматели там какие-то активные действия ведут в этом направлении. Дорожное полотно, слава богу, вот хорошее. Да, дорогу отремонтировали, но сегодня, если в ночное время перемещаться, здесь тоже освещения нету, санитарных узлов нету, но те туристские знаки, о чем мы говорили, не только здесь, но и в Западной Абхазии нету, и, допустим, Вот сейчас должен быть здесь знак, который указывает здесь на источник. 30 Ну, метров. такой самодельный знак. Конечно. Вот мы сейчас говорим о коричневом знаке. Он тоже в таком но состоянии. это не знак, но просто может показать. Но эти указатели, конечно, мы видим. Не очень презентабельный Да, указатель. презентабельные. Вот вы видите, тоже неудобства тоже Да, создают. об этом, конечно, надо всячески предупреждать их, что на наших Мы-то с вами дорогах. привыкшие, но туристы, хотя им нравится, мы видим на соцсетях фотографии. Не все комментарии, дети у них да. живьем видели коров, там, лошадей. Ну вот мы сейчас Прочее. говорили про Ачамчирский район. Ачамчирский район также является курортным. И здесь уже и экскурсанты приезжают из Сочи, из муниципального образования. В неделю 2 раза посещают и в зимнее время, и в такое время. То есть эти источники уже востребованы. Вот еще горячий источник. Уже здесь второй источник работает. Буквально через 2 месяца мы увидим здесь все регионы, практически, можно сказать, на автолюбителей, которые путешествуют. Все зависит, как мы будем принимать, как мы будем места осваивать, создавать условия. И туристические потоки будут увеличиваться. И также мы должны понимать, что сегодня и нашим гражданам интересно. И мы должны доносить информацию. Мы должны делать так, чтобы наш народ знал о наших достопримечательностях. И при этом относились к этим природным, историческим памятникам правильно, рационально, чтобы мы их использовали. Вот билеты на самолет дорогие, особенно в летний сезон, там до 17 тысяч, по-моему, доходят. Да и на железнодорожный транспорт билеты дорогие. Те, кто желает приехать в Абхазию, им, как получается, удобнее поехать на своем транспорте. То есть экономически целесообразно. То есть 2-3 человека или 4, там семья.
садятся в свою машину, едут в Абхазию. Во-первых, они здесь не будут нуждаться в транспорте, они ездят на своей машине весь отпуск. Потом они сделают какие-то покупки, положат в машину и уедут обратно. Экономике Абхазии тоже есть польза от этого. То есть они здесь будут заправлять машину бензином, где-то техобслуживание какое-то там, еще что-то. И таких автотуристов, в принципе, наверное, где-то половина из всего контингента отдыхающих. И, может быть, была бы больше. Но есть некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются. Какой процент примерно сегодня автотуристов из всей массы отдыхающих? Вы правильно подметили и правильно привели факты. Люди, которые приезжают к нам на частном транспорте, ну, мы с вами понимаем, и в советское время столько транспорта не было. И сегодня мы вот обсуждаем с вами по дороге туристскую инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, когда мы говорим тоже, что дороги такие были построены. Сегодня вопросы санитарных узлов обсуждаем часто. И часто обсуждаем вопросы места стоянок, то есть парковочных зон, там, Ну и безопасности тоже. безопасность. Я сейчас понял, вы о чем тоже говорите, и о правоохранительных органах, такие как сотрудники ГАИ, когда нам так, создают такие неприятные ситуации, можно сказать. Ну, первым долгом экономически вы правильно подметили, что люди, которые путешествуют, экономически за выгоду находят, и при этом также удобно и комфортно, как вы сказали, на своем частном транспорте. Куда захотели, поехали. Они захотели сегодня, поехали в Иворский храм, захотели в Ну, я вам Афонский. скажу тоже, есть люди, которые просто добрались на своей машине, на той стороне оставляют, уже пересекают российско-абхазскую границу. Ну а почему это происходит? Были времена тоже, когда мы пересекали границу российско-абхазскую. То есть очень много времени они теряли. С 2012 года сократилось время на пересечение российско-абхазской границы. Ну, вот эти формальности тоже, конечно, свою роль играют. Более 100 тысяч граждан пересекают на своем частном автомобиле, они приезжают сюда и размещаются в индивидуальных, в коллективных средствах размещения. А как вы думаете, это количество оптимально или их было бы больше, если бы не было бы вот этих проблем у них уже и на территории Абхазии, и на границе? Ну, знаете, здесь многие эксперты тоже начинают то, что многие приезжают на своем частном транспорте, кому-то тоже это не нравится. Но с другой стороны, есть плюсы, то, что вы перечисляли тоже, что они, приехав, то есть набрав какую-то продукцию, сельхозпродукцию, там посетить могут, не зависят ни от кого, И больше посещают мест те или иные посещают. достопримечательности. Но в основном эти вопросы поднимают перевозчики, они беспокоятся, что у них пассажиропоток не увеличится. Но если правильно мы будем развивать, если и будем и таких туристов привлекать, и те лица, которые пользуются общественным транспортом, услугами трансфером, то я считаю, что всем хватит, аудитория большая. От нас зависит, как мы их будем обслуживать. Если Вот даже мы в зимний период автотуристы Конечно, могут конечно. приезжать, тем более, что после осени здесь есть сельхозпродукция, которую они бы закупили, То, что- повезли с собой. То, что вы подметили, я хочу сказать, зачастую я тоже слышу, посещаю Российскую Федерацию, они у меня спрашивают, а безопасно ли на своем частном транспорте ездить, находиться, а с машиной что-то произойдет, украдут или там разная информация. И потом по отношению к сотрудникам ГАИ, ну, тоже хочу сказать, вот за последнее время сократились такие обращения. И мы должны понимать, что это выгодно, это надо понимать, и надо также создавать соответствующие условия. И мы не должны делать так, чтобы они боялись посещать на своем частном транспорте. То есть мы должны понимать, независимо, он на машине приехал или приехал, воспользовался другими видами транспорта, везде он должен получать соответствующие условия и
то есть привлекать его в страну. Не так, как мы сегодня иногда делаем так, отпугиваем. Мы должны везде правильно себя вести, рационально все использовать. И тем самым мы будем привлекать и создать соответствующие площадки. Если мы говорим о международных стандартах, то есть во всех странах есть такие определенные площадки, автокемпинги, где можно организовывать. Эти зоны тоже, слава богу, сегодня в Абхазии появляются, создают предприниматели. Не все же хотят останавливаться в Отель, коллективных средствах размещения, в отелях, в индивидуальных, хотя вот эти автокемпинги относятся к индивидуальным средствам размещения или как иным средствам размещения, как говорят. Но сегодня есть такие площадки, они где приезжают, там определили им то есть место, где они могут припарковать свой транспорт, где могут разбить свою палатку, поставить и отдыхать. Вот мы сейчас с вами уже в Ачамчире, посмотрите тоже какие панорамные виды. Да, какой Конечно, пляж. автолюбителю интересно заехать, посмотреть, где такие места, близко к прибрежной зоне можно подъехать. Это все учитывается, это все надо понимать и при этом сделать так, чтобы ни правоохранительные органы, ни мы, никто не имеет права, любители, кто Отбивать охоту путешествовать в Абхазию. Сегодня также в министерском сайте есть раздел, где информация для туристов, где они могут получить соответствующие номера, куда они могут обращаться не только к правоохранительным органам, то есть медучреждения и спасателям, Министерству чрезвычайным ситуациям и к нам. Наша задача донести информацию до потенциального туриста. И эти трудности во все времена были и будут, но надо делать так, чтобы минимизировать. И вот мы с вами видели 61-й регион тоже в городе Ачамчира. То есть видно те машины, которые перемещаются, также по лицам можно понять, что это туристы. Сегодня во всех районах встречаются туристы, все районы интересны. Если мы чаще будем улыбаться, чаще будем вежливы быть, то тогда завтра к нам кто будет приезжать, их количество будет расти, независимо на частном транспорте или там другими видами транспорта, которые у нас сегодня есть, которыми пользуются они. Но сегодня мы должны понимать, страна привлекательна. В этом плане нам надо работать. Астамур, мы завершили маршрут, который вы нам предложили. Приехали в такое замечательное святое место. Мы доехали с вами до Ачамчирского района. Также у нас здесь и Творчальский район, и Кальский район. Но мы эти маршруты, которые есть также продолжение до Ачамчирского района, поддерживаем и будем продвигать, и информационную поддержку будем оказывать. А то, что эти маршруты надо благоустраивать, конечно, здесь и говорить не надо. Здесь соответствующую инфраструктуру надо, туристическую инфраструктуру надо создавать, дорожную инфраструктуру, транспортную инфраструктуру надо создавать. И сегодня все службы работают.